Это итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко, и вот о чем расскажем в выпуске. Под жилым домом в Якутске возник пожар из-за скопившегося мусора. 97-летний якутянин, ветеран войны, смог победить коронавирус и сегодня выписался из больницы. Грузовой терминал Нижний Бестях получит федеральную поддержку в приоритетном порядке. Под жилым домом в Якутске возник пожар из-за мусора. Инцидент произошел на улице Пушкина. Видео об этом распространилось в соцсетях. По информации МЧС, площадь возгорания 10 квадратных метров. Другая информация еще уточняется. А в связи с другим ЧП с жилым домом в столице возбуждено уголовное дело. Следственный комитет после обследования многоквартирного здания 8/4 по улице Автодорожная, в котором образовалась трещина, пришел к выводу, что это факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющей компании. Напомню, что инцидент произошел 24 июня. На наружной несущей стене дома образовалась массивная трещина, проходящая от основания дома до крыши и создающая угрозу обрушения здания. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры. Расследование продолжается. Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. По словам председателя ВОЗ, сейчас проводятся испытания авифавира. И они ждут результатов. Но кроме этого, заинтересованы и в российской вакцине. И выразили надежду, что наши ученые согласятся на сотрудничество. Ранее гендиректор Центра «Вектор» Ренат Максютов сообщил, что 3 прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в Центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. Самый низкий показатель заболеваемости с мая месяца. 37 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 29 в Якутске, 3 в Верхоянском, 2 в Мегино-Кангаласском и по одному случаю в ряде других районов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано чуть более 4,5 тысяч случаев COVID-19. Глава СН Николаев сегодня в ходе брифинга рассказал о дальнейших планах по снятию ограничений. Мы планируем, что при дальнейшем сохранении положительных тенденций у нас третий этап снятия ограничительных мер мы вступим с 15 июля, но для этого надо еще и дальше работать. Сегодня хочу сказать, что, к сожалению, у нас порой бывает так, что и в общественных местах, на каких-то учреждениях создаются скопления людей. И здесь, конечно же, надо и призывать к ответственности и администрацию этих учреждений, ну и, конечно, самим людям тоже надо понимать, что толкаться в очередях, которые на самом деле абсолютно не нужны, так, не надо этого делать. Что касается учреждений здравоохранения, достаточно много вопросов сейчас поступает по их работе. Хочу сказать, что плановый прием по городу Якутску, он будет осуществляться только после начала 3-го этапа снятия ограничений, то есть не ранее 15 июля. По другим районам республики в целом этот процесс уже начался. Медикам Якутии, заразившимся COVID-19, на рабочем месте предусмотрены страховые выплаты. По словам главы регионального Минздрава Елены Борисовой, выплаты положены врачебному персоналу, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи. В Якутии по результатам оконченного больничного листа один медик уже получил выплаты по временной нетрудоспособности. Их производит Фонд социального страхования после получения результатов расследования страхового случая. Выплата медработнику составит почти 69 тысяч рублей. В случае смерти медработника от коронавируса претендовать на выплату смогут члены семьи погибшего и получат по 2 миллиона 700 тысяч рублей. 97-летний якутянин победил коронавирус. Ветеран войны Алексей Березкин сегодня выписался из ЯРКБ. В больницу он поступил 2 недели назад в тяжелом состоянии, с поражением 50% легких. 3 дня он провел на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам медперсонала, у пациента были еще и сопутствующие заболевания, гипертоническая болезнь, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Но, несмотря на это, сегодняшний герой смог победить инфекцию. И Алексею Николаевичу мы пожелаем, чтобы выздоровел, и дальнейшее, что у него тоже состояние хорошее было. Но он, оказывается, занимался здоровым образом жизни,
у нее таких сильных сопутствующих заболеваний нет. Он спортсменом был, поэтому сохраненный дедушка, 97 лет не скажешь. Он бодрый такой, и, конечно, 2 года по его состоянию и по возрасту ходил по дому, и последнее время вот в ковидном состоянии он лежал по силе. И поэтому я хотел бы сказать вам, что мы победили коронавирус, такого вот тяжелейшего заболевания нашего ветерана Великой Отечественной войны. Нерюнгри возвращается к обычному ритму жизни. Со 2 июля там восстановлено движение пассажирских автобусов на междугородних и пригородных маршрутах. О режиме и расписании сообщения. Сюжет Екатерины Павловой. С 3 июля 2020 года в Нерюнгринском районе введено в действие новое расписание автобусов. Так, в городе Нерюнгри доработанное расписание с более удобным регулярным автобусным сообщением с интервалом до 30 минут. Дезинфекция общественного транспорта продолжается. В комплексе с проветриванием и влажной уборкой проходит обработка салонов городских автобусов растворами дезинфицирующих средств. Во время наиболее острой обстановки, связанной с пандемией, общественный транспорт существенно сократил все рейсы. Так добраться с города до ближайших поселков стало большой проблемой. Добирались только если где-то с кем-то на машинах, на попутных, в больницу, в аптеку, любые магазины. Все было очень сложно. Временное сокращение движения автобусов стало необходимой мерой для эффективного сдерживания распространения вируса. Сегодня снятие некоторых ограничительных мер облегчило передвижение по району. Замечательно. После карантина открылись автобусы в Иенгру и поселок Золотинка. Ходят регулярно, 2 раза в день. Утром 2 автобуса идет и вечером 2. Несмотря на то, что в Якутии стабилизация уровня заболеваемости и второй этап снятия ограничений, при этом режим повышенной готовности сохраняется и ряд ограничений остаются. Власти рекомендуют якутянам не расслабляться, понимать, что борьба с заболеванием еще не закончена, и соблюдать все санитарные меры. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства страны, а проконтролировать их целевое использование предстоит Роструду. В июне полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении господдержки компаниям, организующим Северный завоз. Одной из таких компаний стал резидент ТОР Якутия грузовой терминал Нижний Бестях. Его работа позволит значительно облегчить проблему северного завоза. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока инвестор планирует вложить в проект более 3 миллиардов рублей и трудоустроить 190 человек. А общая мощность терминала составит 2 миллиона тонн груза в год. Главная цель грузового терминала – создать транспортно-логистический узел, который свяжет железную дорогу, автомобильный и водный транспорт и, как следствие, сформирует трафик грузов с Арктикой. В этом году были закончены работы по устройству причальной набережной, это 100 метров, и открылка, еще порядка 130 метров. Также в этом году было уложено 125 метров подкрановых путей, смонтированы 2 портальных крана грузоподъемностью 32 тонны, подготовлены документы для введения в эксплуатацию кранов. Планируем в этом году сдать причальную набережную и начать работать. Быстрые и качественные работы по созданию грузового терминала стали возможны из-за преференций для территорий опережающего развития, таких как административная помощь и фискальные льготы, снижение ставок по социальным отчислениям, налогу на прибыль, землю и другие. Сэкономленные средства компания рассчитывает потратить на приобретение материалов и оборудования для развития инфраструктуры современного логистического объекта. В 2021 году планируется подвести железнодорожные пути непосредственно под краны.
что позволит исключить одну из транспортных составляющих, как автомобильный транспорт, что скажется на удешевлении доставки грузов в Арктику. Также компания планирует создать новые рабочие места для жителей Якутии. Но самое главное, выход терминала на полную рабочую мощность поможет наладить поток грузов, а это значит, что жители Арктики не будут испытывать проблем с нехваткой продуктов, ГСМ, медикаментов и всего самого необходимого. Владельцы дачных участков в Мирном страдают от некачественного водоснабжения. Платежи подняли вдвое, а трубы, которым уже полвека, регулярно дают течь. Анна Винокурова разбиралась в проблеме. Напиши заявление официально. Ругань, крики, разборки на второй линии дачных участков – дело уже привычное. Из года в год у дачников одна и та же проблема. У одних воды нет совсем, у других ее в избытке. Их территорию топит. Я 8 лет у меня в этой даче, у меня 8 лет это проблема. Я лично устала. Помимо проблем с водопроводом, у дачников в этом году прибавилась еще одна. Если раньше за сотку земли платили 750 рублей за сезон, то сейчас почти в 2 раза больше. Сумма увеличилась до 1200 рублей. Я спрашиваю, за что такие резкие повышения? За помойку. Где у нас помойка? Сказали, 10-я линия. Ладно, мы на машине сами вывозим, по пути Андреевский я туда вываливаю. А другая бабушка, дедушка куда понесет 10-я линия? Водопровод на второй линии дачных участков проложили еще в 70-х. По словам председателя товарищества дачников, 98% труб износились. Чтобы их поменять, нужны деньги. Но, как оказалось, платят за участки не все собственники. Надо менять полностью трубопровод, но у нас многие не платят. 50% если платят, то это хорошо. Проблема не только в том, что водопровод неисправен. Осенью некоторые дачники не сливают воду. Зимой жидкость замерзает в трубах, от чего последние лопаются. А еще нерадивые владельцы участков и вовсе умудряются строить на водопроводе теплицы и дровники. И пока абсолютно все не начнут платить за свои участки, сливать воду по осени и не строить объекты на трубах, ничего здесь не наладится. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Новая тротуарная дорожка вдоль главной улицы Ленина появится в Ленске. На первом этапе работ была произведена вырубка тополей, которые располагались на месте будущего тротуара. Сейчас идет укладка плитки. Строительством занимается фирма «Арарат». Работы должны быть выполнены до 31 июля, пока подрядчики укладываются в срок. Плитка местного производства. По новой тротуарной дорожке от улицы Октябрьской до Ленских событий ленчане смогут пройти уже в августе этого года. Конечно, приятно, что будет людям где ходить, потому что вот мы здесь работаем, каждый день стоим, видим, что зимой, например, людям вообще негде ходить, они по дорогам идут, как бы ПДД нарушают, водителям мешают. А сейчас, получается, да, будет отдельная зона для пешеходов, это очень хорошо. Да. Ну, насчет качества сильно не присматривались, ну, на первый взгляд, вроде неплохо кажется. Надеюсь, что будет все красиво, благоустроено. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и всего доброго.